можно я в ноги тогда смотреть буду? Мы тогда Москву делаем тебя, да? Можно чуть? С микрофоном слишком высоко не поднимайся, пожалуйста. Чай, операторы, кто готов? Готовы? Вася готов? Олег, Сейчас. расскажите, как у вас боевой настрой? Спокойно. Ага. Ну скажи, вот для чего вообще в целом это делается? Вот почему ты решил взять, приехать и отмораживать себя? Ну, Якутия единственный регион, где еще есть стабильный холод. Да? Хотя было сомнение буквально 2 дня назад, когда я прилетел, было минус 19 градусов. Да? Но сегодня Якутия подтвердила мне свое право быть самым холодным регионом. Вот. Нужно, чтобы лед быстро схватился. Для этого нужен низкая температура, собственно, поэтому Якутия. Ну вот а скажи своей подготовкой. Это же не просто так ты прилетел и сразу бац, отмораживаться. Ну как ты готовился? Ну, у меня третье это испытание за эту зиму, да. То есть первое испытание было в Тюменской области, где я провел 13 часов в снегу без одежды. Потом было испытание в январе в Югре, где меня, собственно, поместили в раствор соляной концентрированный и очень низкой температуры, да. И, собственно, теперь вот это третье испытание здесь в Якутии. Олег, ты же в который раз говорил во вторник, когда пришел, что вообще понятия не имеешь, как мне дышать 13 минут. Понятия Вот не это имею, до время, сих пор не знаю. не поменялось, не тренировался на холоде? Какой смысл тренироваться? Вот твои ожидания какие? Есть два исхода. Либо выйду, либо нет, да? А вообще не страшно вот так вот проходить полностью, же, да? Получается, в один шот так дальше. Да. Ой, опасно это вообще? Не надо повторять за мной. Ну, есть еще пара вопросов. Да, у вас полный контакт тела, да, будет со льдом? Да. Ага, ясно. Ну, а как вы вообще свои шансы оцениваете? То есть, ну, вообще, вот за счет чего вы собираетесь выжить? Это как у девушки спросили у меня, какой шанс встретить динозавра у меня, да? Ну, 50 на 50, это как? Ну, либо увижу, либо нет. Ну, собственно, так и здесь примерно. Ага, Ну, ясно. либо выйду, либо нет. Ну, вы тогда попрощались, нет, на всякий случай, там, со знакомыми, с родными? Ребята, я с вами прощаюсь и приветствую вас всех, потому что я останусь живым. Хорошо, окей, спасибо. Есть четкое понимание, что я должен сделать, чтобы продолжать молодеть, да? Поэтому я делаю для того, чтобы стать вечно молодым. Где-то еще промелькнуло, что ты делаешь для своей девушки. Это в том числе, конечно. То есть сегодня же день Святого Валентина. Вот эта Валентинка, это не для девушки, для моей супруги, да, Ирины. Сейчас я эту Валентинку подготовлю, и потом вы уже снимете это, как она будет выглядеть. Да, поэтому, Иринка, я безумно тебя люблю, да. Экстремалка гораздо круче, чем я. Потому что быть женой повелителя холода — это экстрим гораздо серьезнее, чем я делаю. А сама она как к этому относится? Готова ли так? Она точно сейчас не смотрит и не ждет. То есть я ей позвоню уже, что со мной все в порядке. И она будет так. 48 лет. Можно еще последний вопрос? А как связано вот это вот вечно остаться молодым и вот сложиться в бизнесе? Это очень долгий разговор. Скорее всего, не на один день. Мы сейчас уйдем в эзотерику очень глубоко. Да, поговорим о Боге, поговорим о предназначении. То есть у нас нет на время сейчас. Ну, то есть, а если общими словами, это какая-то техника, да, специально, это долго. Это инструкция, которая пришла свыше. Все хорошо. Да, все засыпать. Идет инструктаж. С двумя лопатами. Один человек засыпает ног, другой в голову, а потом в центр. Время засекается с момента первой лопаты, как только она упала. Да? То есть голову сразу же закрыли, то есть закрываем сначала голову и ноги, да? Потом закрывается все остальное тело. Ну, это быстро происходит, это как в нос рост, сначала закрываем голову. Вот. И все, и пошло двумя лопатами, закрываем меня полностью, и только после этого заливаем водой. То есть, причем заливаем вот именно не цветом, потихонечку прям водой проливаем по лопатке, да. Там на лопату можно, и она потихонечку будет литься. Да, и просто смотреть, да, то есть там в прошлый раз в Москве хватило, что там где-то около 5 ведер, она как бы все пролилась и замерзла. Вот. Ну там минус 20 было всего, соответственно, там чуть подольше она замерзала. Здесь она, по идее, схватится быстрее гораздо. Вот. Вот. И, скажем так, на голову стараться лить меньше. Да, ну, опять же, потому что достать не проще. Вот.
есть, да. То есть все остальное можно проливать там сколько угодно, да, голову чуть-чуть, пускай просто, нет, важно, чтобы просто был перекрыт доступ воздуха. Да, да, чтобы чуть-чуть на голову, просто чтобы прям маленькая корочка образовалась, что опять же, чтобы только просто доступа воздуха не было, да. Вот, но опять же, настолько, чтобы я мог разбить в случае чего вот, как бы, с головы. Вот, если голову разбил, дальше уже не можно вытащить. Все. Ну вот как-то так, то есть технология, вот она еще раз, то есть я выемку уже все, там сейчас есть, снегом она с двух сторон прямо можно засыпать, да, один с ног засыпает, другой с головы, и все, и в центр. Там буквально небольшой бугорок на мне как бы сделали у меня, да, и потом после этого тихонечко водой по лопате. То есть тут уже можно не торопиться, пускай потихонечку, то есть нет необходимости, он постепенно будет замерзать, так, по чуть-чуть, да. Дальше мы уже не торопимся, там смысла нет. Важно, да, 12 минут 52 секунды, да. И... Так, вот наш герой готовится, он лежит, видимо, настраивается, проводит какие-то внутренние процедуры для своего предстоящего подвига. Вот, можно, наверное, услышать, как он дышит. Там он какие-то дыхательные практики проводит в данный момент. В общем, людей собралось много. И вот сюда будут его вмораживать. Вот, и, видимо, вот та вот выемка, это для головы. Так, идет. А, нет, эта выемка была для ног, оказывается. Так, не толкаемся, пожалуйста. Вот его закопали под такой вот веселенький музончик. Вот, сейчас поливают водой. Вот здесь происходит разлив воды. Вот, как он инструктировал, льют с лопат. Так, сделаем небольшую паузу, потому что сейчас это будет продолжаться. В общем, я уже даже будучи в зимней одежде начинаю немножко замерзать. Сейчас у нас минус 29, что по меркам Якутии довольно-таки тепло, кстати. Но вот сам герой говорил, что до этого было тепло, сейчас маленько подморозило. И это наоборот хорошо, потому что он быстрее, короче, лед схватится. Ну, в общем, прошло уже минут 5, он там все еще лежит. Да нет, наверное, больше уже прошло. Я уже несколько раз руку клал в карман, чтобы отогреться. Вот, держу телефон. Короче, у меня даже рука мерзнет сейчас. Поддувает еще немножко. Вот, я даже не представляю, как он там вообще себя чувствует. Пока идет время, можете посмотреть, вот насколько я сам замерз. Вот, я покрылся инеем. Я вот в зимней куртке, в которой хожу, минус 40. Даже холоднее.
блин, уже не видно. Штаны, короче, с кальсонами теплыми под ними. И то как бы немножко я подмерзаю вот в области ног. И на ногах у меня берцы с теплыми стельками. Все равно как бы я бы не сказал, что тепло. Но если ходить еще в принципе нормально, но когда стоишь, подмерзаешь все-таки. А вот передо мной журналист Николай Борисов. А расскажи, пожалуйста, вот о своих впечатлениях, мыслях, вот что сейчас типа происходит. Знаете, я вот тут стою и, в принципе, хоть и солнце светит, но довольно-таки прохладненько, я бы сказал. Зима же, блин. А мужчина вышел в трусах. Я не знаю, вот очень жалость кое-что, потому что холодно, наверное, холодно. Тем более его сверху прилили водичкой еще там, такая ледяная, не знаю, блин, памятная, Как ты думаешь, у него сейчас есть доступ к воздуху? Но он накрылся немножко салфеточкой такой. В принципе, там какой-то, наверное, есть у него прослойка там, да, как мы знаем. В принципе, при падении лавины многие там долго довольно живут, если немножко обустроиться. Но в то же время он довольно-таки подготовленный человек, как нам сказали эксперты, и специальные дыхательные практики практикует. То есть экономия кислорода должна быть какая-то. В то же время, опять же, врачи там говорят, есть изменения какие-то в организме по красным кровяным тельцам, по другим. Они из-за влияния холода видоизменяются. И это несет в себе большой такой научный интерес. Ага, ясно. А его интересно обследовать будут или нет после этого? Обязательно будут. Почему? Потому что, во-первых, здоровье человека – это самое главное. Ну и, во-вторых, это, опять же, научный интерес. Не только же мамонтов там, которые 10 тысяч лет назад замерзли. Можно и по свежаку проверить. Все, спасибо. Все, он вышел. Он выжил. Огромное количество человек. Сейчас, наверное, подождем, пока он в себя придет, он даст комментарий. Все, он уже внутри. Он активно дышит. Это, кстати, не камера дрожит, это у меня телефон замерз. Из-за этого идут фризы по кадрам. Поэтому стабилизация не работает. Нет. Я вижу, он основательно подмерз. Хорошо, спасибо. Кому вы посвятите вот это мероприятие? Ну, это моей супруге Ирине посвящается. Она мужественная женщина. Не каждая сможет это выдержать. Между головами корреспондент. Меня там не было. Что значит нас там не было? Где-то далеко. Молодец! Сейчас он будет показывать, как отогреваться. Так, 4 упражнения, которые я разработал специально. Вот если вдруг в проруби бывает, что иногда негде отогреться. Вот следующее, первое упражнение энергия ветра. То есть быстро руками вот так вот крутим. Одна рука, вторая. И пока кровь в пальцы, видите, пальцы покраснели, кровь в пальцы пришла. То есть вам, наверное, вообще актуально это все. Мало ли где-то мороз застал. Все, пальцы отогрелись, дрожь земли. И быстро-быстро движение ногами.
Все, ножки немножко тоже согрелись. Дальше танец воды называется упражнение. По очереди напрягаем сначала верхние мышцы, потом нижние. Четвертое дыхание огня. Отогрелись хорошо, нет, все повторяем, да? Снова пошло. Руки, ноги. Напрягаем мышцы. И дыхание огня. Смотрите, меня уже почти не трясет. Вот, сейчас его будут осматривать врачи, но я полагаю, у него состояние должно быть в норме. Нет, можем попробовать. Что я могу сказать? Я вот сейчас иду уже с места событий следового городка. И хотел сказать то, что, в общем, это было интересно. У меня лично есть сомнения по поводу того, что у него реально не было доступа к воздуху, кислороду. Потому что снег он должен немножко пропускать. Хотя он сам лично говорил, то, что у него там воздуха было на 2 вдоха. А потом уже как бы воздух закончился. И как я понимаю, то, что он на данный момент больше пострадал от холода, чем от недостатка кислорода. Его там врачи осматривали и так далее, говорили, что он еще не совсем отошел. Но я думаю, что с ним будет все в порядке. Вот такая вот интересная история, ребята. Одна небольшая ремарка там по скрипту. Я ранее говорил, что минус 29, но это я смотрел по показаниям на телефоне. То, что вот по погоде показывал. На самом деле сейчас температура ниже 30, это точно. Потому что сейчас на телефоне у меня показатели поменялись на минус 32. По факту может быть даже еще холоднее. Вот так вот. Но действительно, скорее всего, так и есть. Потому что при минус 29 я бы не так сильно мерз на улице. Ну, было так, прохладненько. В общем, всем спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках.